Всем привет! Я Катя. Добро пожаловать на мой канал. Поздравляю! Нас уже 1000 человек на канале. 29 января я отпраздновала это событие лапшой быстрого приготовления и чашкой чая с молоком. А также я посвятила этот день 5-часовой уборке дома. Мне не верится, что у меня уже 1000 подписчиков, и в последние месяцы я то и делаю, что прячу лицо от покраснений и удивления. Дай-ка угадаю. Кто-то украл твой сладкий рулет. Давайте поговорим о бытовых делах в доме. Я приехала домой, сегодня у меня выходной день. На улице знатно потеплело, на улице минус 33 градуса, а дом у нас показывает 19 градусов. Еще раз напоминаю, что у нас не работает половина радиаторов, а летом мы должны провести вторую линию на второй этаж, и все будет чики-пики. Итак, давайте вернемся к 29 января. Я не только отпраздновала свой юбилей на 1000 человек на канале, но и сделала уборку дома. В общем, я поехала в строительный рынок и накупила себе мешков для мусора. И сделала 5-часовую уборку дома. Ведь в свободное от работы время мы с Джулусом и моим братом Антоном делали дверные проемы, а также дверные колодки. После чего у нас осталось очень много мусора. Кстати, о межкомнатных дверях, я ими очень довольна. Мы купили дверные полотна за бесценок в магазине Евролайн. Мы тогда попали на какую-то акцию. В общем, все 5 полотен дверей обошлись нам в 13 750 рублей. А также нам осталось купить другие составляющие и белую краску, потому что в будущем я хочу перекрасить его в белый цвет. Крепить, наверное, мы будем так же самостоятельно, как и крепили входную дверь, балконную дверь, дверь в задний дворик, гаражную дверь и все остальные окна. А на первом этаже у нас также куплены 2 двери. Это дверь в санузел и дверь в рабочую комнату. Купили мы эти двери в металлторге со всеми составляющими. Одна дверь у нас, получается, стоила больше 10 000 рублей. Точно не скажу. Мы купили эти двери для того, чтобы они прям сочетались со входной дверью. Они почти одинаковые. Ну а входную дверь мы купили в дверном магазине Ан. Крепили также сами. Майк как-то наслал 2 заклинания одновременно и сжег свой сладкий рулет. Итак, у нас часто спрашивают про размеры дома и планировку дома. Площадь дома пока что без террас и балкона составляет 206 квадратных метров. Из них 153 квадратных метра – это сам дом, и 53 квадратных метра – сам гараж. Параметры дома 8,5 на 9 и гараж 8,5 на 6,5. Итак, давайте начнем обзор дома. Итак, я нахожусь около входной двери. Эта комната называется тамбур. Она размером 3 квадратных метра, и тут будет храниться только сезонная одежда. А также я в будущем планирую здесь постелить пленочный теплый пол. Сейчас мы переходим в холл. Итак, мы переходим в холл площадью 15 квадратных метров. Позади меня есть специальное пространство для лестничной площадки. У нас, получается, будет П-образная лестница с ходом на 2-й этаж. Не волнуйтесь, там, где будет стоять пол, будет оборудована вентиляционная решетка, чтобы тепло этого радиатора выходило наверх. Также в будущем я планирую внизу лестничной площадки сделать специальный чердачок для всяких там бытовых приборов. А также в будущем я бы хотела купить к этой стенке электрокамин для фотографий с родственниками. И наверху здесь я бы хотела повесить нашу свадебную солому с Джулусом, чтобы он оберегал всех наших родственников и наших друзей. Давайте мы сейчас перейдем в нашу рабочую комнату площадью 12,5 квадратных метров. Это моя самая любимая часть дома. Мы с Джулусом из самых обычных и простых семей. У нас не было, как и у многих людей, личных комнат, личного пространства, как у подростков в американских фильмах. И нам очень хотелось, чтобы в нашем будущем домике уделилось место нашим увлечениям, то есть это видеоигры. Ну а также эта игровая комната у нас является и рабочей комнатой в случае дистанционной работы. Следующая комната, она находится прямо напротив нашей рабочей комнаты, это у нас санузел.
Санузел у нас площадью 5 квадратных метров. Тут уже, как видите, уже все обшито влагоустойчивым гипсокартоном. Тут у нас будет находиться туалет, душевая и большая раковина. Если честно, я полный ноль в дизайне интерьера. И нам прям очень помог работник Металлторга. Он составил в своей программе, получается, примерный дизайн по нашим выбранным материалам. Сочетал сколько нужно. И, в общем, у нас уже куплен керамогранит на пол и плитки на стену. Теперь мы перейдем в постоянное место движений. Это кухня-гостиная. Итак, позади меня находится кухонное пространство, которое заканчивается вот этим вот вторым окном, либо обеденным столиком. Но это не обеденный столик, это у нас получается компьютерный столик, который должен стоять в нашей рабочей комнате. Но пока что постоит вот здесь. Здесь у нас находится дверь с выходом в гараж. И тут у нас уже получается, я представляю себе белую кухонную П-образную гарнитуру. П-образную гарнитуру, потому что я бы хотела здесь, к этой свободной стенке между окнами, приделать барную стойку. За этой дверью, получается, у нас находится и наш гараж на 2 авто. Там у нас и котельная, и постирочная. В общем, мы пока что не будем туда заходить, потому что там сильно захламлено. Как я говорила ранее, наша кухонная зона заканчивается обеденным столом, и тут уже начинается наша гостиная зона. Итак, вторая половина комнаты – это наша гостиная. Тут у нас имеется дверь с выходом в задний дворик. А в будущем, то есть этим летом, мы планируем построить целых 2 террасы, то есть одна терраса ко входной двери и вторая терраса с выходом в задний дворик. В этой стороне стены у нас будет находиться большой телевизор. Здесь посередке будет журнальный столик. Здесь будет либо угловой диван, либо обычный диван. И к этой стенке мы хотим сделать нашу мини-библиотечку с подсветкой. То есть тут будет большая книжная полка. Итак, давайте мы сейчас перейдем на второй этаж. Первая дверь во втором этаже у нас начинается с правой стороны и находится она практически сразу же, как поднимаешься на второй этаж. Это комната мамы площадью 12,5 квадратных метров. Конечно же, у наших мам имеется свое жилье, но в нашем доме для моей мамы, для моей свекрови и для моей тети Тони всегда найдется место для отдыха в нашем доме. Вторая дверь рядом с бабушкиной комнатой находится детская комната площадью 17 квадратных метров. Помимо 2 сыновей у нас еще есть наша любимая племянница, для которой у нас есть всегда свободное койко-место. И следующая комната – это наша спальная комната. Она идентична площади детской комнате, и, если честно, я пока что не знаю, чем еще обустроить эту комнату, кроме кроватки и гардеробного шкафа. Давайте перейдем сейчас в другую комнату. После нашей спальни мы переходим в самую маленькую комнату нашего дома площадью 2,8 квадратных метров. Тут, соответственно, будет находиться туалет и раковина. Также здесь будут храниться наши атрибуты гигиены до и после сна. И наша последняя комната – это гардеробная комната площадью 7,3 квадратных метра. Тут есть выход в балкон и люк на крышу. Но пока что у нас люк не сделан и закреплен сейчас колхозным методом. Также я хочу в дальнейшем здесь сделать маленькую кофеточку, чтобы мы могли пить воду, чай и кофе на втором этаже. Вот так выглядит наш дом изнутри на данном этапе. Мы уже прикупили некоторые обои, и нас все еще ждет очень большая работа. Ну что ж, ребята, благодарю вас всех за лайки, подписки и теплые слова. Кстати, меня опять обвинили в рекламе чего-то, но у меня нет реклам. Мы все купили на свои деньги, мы сами все крепили, вплоть до окон и дверей. Даже у нас есть косяки с радиаторами. И вообще я праздную свой 1000-й юбилей. Мой канал слишком мал для каких-то коммерческих реклам. У нас все только-только начинается, и это наш первый дом. Поэтому я повторюсь, я никому не советую, не рекламирую строить дом из СИП.
Ориентируйтесь на свое ощущение. Доверяете ли вы свой будущий дом какому-либо материалу? Реально существует очень много мнений и споров о том, из чего построить дом. В конце концов, мы сами для себя решили построить дом из сип-панелей. Ну что ж, спасибо вам всем за просмотр. Всем пока!